С момента так называемой Усинской катастрофы 1994 года сиговое стадо на Печоре так и не восстановилось. Об этом в интервью ТАСС заявил заведующий лабораторией биоресурсов Северного филиала полярного НИИ Игорь Студенов. 24 года назад в результате серии порывов на нефтепроводе Харьяка-Усинск, вызванной его изношенностью, главный нерестовый приток река Уса была вычищена нефтью. Между тем сиги, как длинноцикловые виды, зреют и дают потомство в течение 10 лет. В 1994-м, считают ученые, молодь была вытравлена, и только спустя 10 лет стали наблюдаться первые признаки восстановления. Однако от нанесенного удара рыба пока так и не оправилась. В то же время меньше страдают от нефтяных аварий лососевые. На них, как выяснилось, основное влияние оказывает вырубка лесов. В этом случае грунт талые воды сносят более активно. Дельта обеляется, река перегревается, и это, в свою очередь, отражается на качестве потомства. Усугубляет ситуацию и роль щуки. В прогретых водах она более активно поедает молоть коллег. Напомним, сейчас в стране идет кардинальный пересмотр подходов к вопросам экологии. Поручения по сохранению Печоры попали в новый майский указ президента. Документ под названием «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года» содержит указание правительству принять меры, цитата, в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие 6 лет. Понятно, что развитие городов и населенных пунктов связано с комплексным решением многих других проблем. Это здравоохранение, образование, экология и транспорт. Все это также потребует дополнительного финансирования. Что касается Печоры, оказавшейся в списке приоритетов, сейчас к подготовке списка мероприятий по улучшению ее экологии подключились власти регионов, интересы которых затрагиваются Коми и НАУ. Часть мер уже работает. Так, в нашем Минприроды отметили работу рубежей защиты нефтяников. Впервые за многие годы разливы с попаданием горючего в водоемы не зафиксированы в Усинском районе. Сработала система реагирования гидравлических сооружений.